Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кушара. Сегодня в программе о продаже недвижимости иностранцам, разработке нефти и восстановлении железной дороги в пресс-конференции премьер-министра Абхазии. По итогам официального визита в Южную Осетию встреча Вячеслава Чирикова с журналистами. Как возродить чайную отрасль? Актуальный репортаж программы. О социально-экономическом положении в стране, о том, что удалось и не удалось выполнить новой команде за год нахождения у власти, шла речь на пресс-конференции премьер-министра Артура Миквабе. Глава правительства также озвучил свою позицию по ряду вопросов, вызывающих в последнее время острые споры в абхазском обществе, таким как продажа недвижимости иностранцам и разработка нефти в Абхазии. О ключевых моментах пресс-конференции расскажет Елена Лолуа. Абхазия превратилась практически в иждивенца. Мы разучились даже кормить себя, сказал премьер-министр Артур Миквабе на пресс-конференции. Непростая экономическая ситуация имеет внешние и внутренние факторы, пояснил он. В первом случае это связано с падением курса рубля, во втором в том числе из-за плохой собираемости налогов. Подписали? Поздравляю. Поздравляю. Спасибо. Абхазия превратилась практически в иждивенца. Мы разучились даже кормить себя, сказал премьер-министр Артур Миквабе на пресс-конференции. Непростая экономическая ситуация имеет внешние и внутренние факторы, пояснил он. В первом случае это связано с падением курса рубля, во втором в том числе из-за плохой собираемости налогов. 22% налоговых сборов обеспечивают 3 крупные компании – Весотовые и Вина и Воды Абхазии. Но даже при таких условиях удалось за 7 месяцев увеличить налоговые поступления в бюджет до 1 миллиарда рублей. Положительная динамика наметилась и во внешнеторговых операциях. Торговый оборот за 7 месяцев текущего года составил 11,5 миллиардов рублей, что на 2,3 миллиарда рублей больше прошлогодних показателей. Абхазия рассчитывает на экономическое сотрудничество с Крымом. Сейчас на полуострове находятся представители абхазской стороны и пытаются получить заказ на производство в Абхазии железобетонных изделий. Сегодня на переговорах в Крыму находится генеральный директор Абхазстроя. И если там все пройдет удачно, мы надеемся, что уйдет удачно, то заказы, которые мы можем там получить, позволят нам восстановить Бжевский домостроительный комбинат. Счетная палата России совместно с контрольной палатой Абхазии выявила нецелевое и неэффективное расходование российской финансовой помощи по ряду объектов за последние 3 года. Почему это стало возможным, предстоит разобраться, сказал премьер-министр. Счетная палата час посмотрела, выборочно. И в этой части нашла вот такие... Мы не стали расписывать там названия. Это требует изучения. Давайте так пока назовем. Это требует изучения. Пока вначале проверим, а потом будем смотреть, что с этим будет делаться. Ремонт 33-километрового участка железнодорожного полотна от Ачимчиры до моста через реку Ингур осуществляет российская сторона, уточнил журналистам Артур Миквабе. Подчальские районы развиваются значительно активнее, чем было. И нам эта железная дорога очень нужна. И те же грузы, которые мы сейчас возим и пытаемся вывозить в Российскую Федерацию, они становятся не совсем рентабельными. На вопрос о том, какое количество людей затронула оптимизация кадрового состава, премьер ответить затруднился, но пояснил, что в правительстве были сокращены 25% штатов, не за горами проведения аттестации чиновников. В каждом министерстве такая замшелость появляется через много лет, когда люди вроде чистятся, но там как бы не работает, но вместе с тем расставание с людьми – это самое болезненное, которое, в смысле, мы все переживаем. Но это надо делать. На пресс-конференции также зашла речь о продаже жилья иностранным гражданам. Рынок недвижимости находится на сегодняшний день в тени, сказал глава абхазского правительства. Необходимо разработать закон, который учтет все риски и опасения, волнующие общество. Закон, который должен быть разработан, и по нему должны быть строго все действовать, не должен противоречить интересам абхазского народа. Если этот рынок будет цивилизован, может решать многие наши проблемы, особенно молодежи,
потом офицеров, которые работают и так далее. Пока рано подводить итоги курортного сезона, но уже ясно, что он удался. Правда, уровень сервиса оставляет желать лучшего. И в этом направлении нужно приложить максимум усилий, отметил премьер. Журналисты не могли не поинтересоваться отношением главы правительства к разведке и добыче нефти в Абхазии. У правительства нет оснований расторгать договор с Роснефтью, подписанный в 2009 году, заявил Артур Миквабия. Это может вызвать ответные санкции. Но главное, на государстве помимо железнодорожного кредита может повиснуть еще один, на этот раз 3-миллиардный долг, который Роснефть предъявит Абхазии. Елена Лолу, Алексей Агуха, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж с пресс-конференции премьера смотрите в нашем эфире сегодня. Завтра, 26 августа, в Абхазии будут отмечать День международного признания республики. 7 лет назад, 26 августа 2008 года, Россия признала независимость и государственный суверенитет Республики Абхазия. Ко дню международного признания независимости Абхазии подготовлены мероприятия. В 11 часов возложение цветов в парке боевой славы. Затем к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзенба и к могиле Сергея Багапш. С 6 вечера мероприятия начнутся на набережной столицы. Показательные выступления воспитанников спортивных секций будут проходить на открытой площадке набережной Диаскуров. Также будут организованы творческие развлекательные площадки для детей, раскрашивание гипсовых фигурок и рисование карандашами и красками. Будет и площадка аквагрима. Завершится программа просмотром фильма «Время счастливых находок» по мотивам произведения Фазиля Искандера. В 6 вечера в Абхазской государственной филармонии начнется концерт с участием камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лунстрема. Сегодня министр иностранных дел Вячеслав Чирикба провел пресс-конференцию по итогам официального визита в Южную Осетию. Министр рассказал журналистам об открытии посольства Абхазии в Схинвале и о встречах, проведенных им в рамках визита. Официальный визит министра иностранных дел в Южную Осетию проходил с 16 по 18 августа. Вячеслав Чирикба рассказал на пресс-конференции, что в рамках визита делегация провела с руководством Братской Республики консультации и обсудила широкий круг вопросов в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах. По оценке абхазского министра, визит прошел успешно. Первая встреча была в МИДе, где я со своим коллегой Кадулатом Наловичем Сховребовым. Были переговоры, а затем был подписан план консультаций между МИДом Республики Абхазия и МИДом Южной Осетии. Затем была встреча с президентом Республики Южная Осетия Леонидом Харитоновичем Тибиловым. Обсудили большой круг вопросов, представляющих взаимный интерес, взаимодействие между нашими народами, республиками. По завершении встречи было подписано соглашение между правительством Республики Абхазия правительством Республики Южная Осетия о взаимных безвизовых поездках граждан Республики Абхазия и граждан Республики Южная Осетия. На следующий день была встреча с председателем парламента Республики Южная Осетия Анатолием Ильичем Бибиловым. Также были обсуждены вопросы, касающиеся взаимных отношений. Вячеслав Чирикба рассказал на пресс-конференции, что 18 августа состоялось торжественное открытие посольства Абхазии в Южной Осетии и церемония поднятия государственного флага. В посольстве будут работать 5 человек. Само здание находится в центре Схинвала. Присутствовало большое количество людей. Присутствовал президент, спикер парламента, министры, представители общественности, дипломаты, члены российского посольства, а также наши соотечественники, проживающие в Южной Осетии, абхазцы, живущие в Южной Осетии. Так что было очень хорошее такое торжественное мероприятие. И также был небольшой концерт, где исполнялись абхазские песни, танцы и юго-осетинские. Новый посол, он энергичный человек, опытный человек, Илбакиев Алан Мухарбегович. Большие связи у него в южно-осетинском правительстве и вообще на уровне общества. Есть интересные планы по различным мероприятиям, культурным, экономическим, другим. Так что я думаю, что имеется хорошая перспектива наших отношений. Министр иностранных дел Абхазии подчеркнул, что намечен ряд встреч с юго-осетинской стороной для дальнейшего развития договорно-правовой базы. Вячеслав Чирикба напомнил, что помимо большого договора о дружбе и сотрудничестве уже подписаны соглашения между МВД, верховными судами, министерствами обороны двух стран. Наша цель – развивать отношения с Кавказом, Северным Кавказом. Хотя Осетия находится на Южном Кавказе, Южной Осетии, тем не менее, это наш близкий к нам регион, политический, в плане стратегического сотрудничества.
и в плане гуманитарного сотрудничества. Так что я думаю, здесь очень важно все это. По мнению министра, бизнес-сообществом Абхазии и Южной Осетии стоит больше общаться, так как есть поле для взаимовыгодного сотрудничества. А для налаживания связи можно провести форум. Амрай Митибаков-Кущан, Абхазское телевидение. Совершено разбойное нападение на Гагарское отделение Сберегательного банка Абхазии. По информации пресс-службы МВД, сегодня в 12:35 в дежурную часть МВД поступило сообщение о разбойном нападении в Гагре. Выехавшей на место преступления оперативно-следственной группы установлено, что примерно в 12:10 группа лиц из 4 человек в масках, вооруженные автоматическим оружием неустановленного образца, совершили разбойное нападение на Гагарское отделение Сберегательного банка Абхазии, после чего скрылись на автомобиле «Мерседес» темно-зеленого цвета. Принятыми оперативными мерами данная автомашина найдена сожженной в селе Псахара на улице Адыга. По предварительным данным, преступникам удалось похитить денежные средства в сумме 14 миллионов 380 тысяч 287 рублей, 10 тысяч 15 евро и 4632 доллара. Расследование ведет следственный отдел Гагарского РУВД. Чаеводство в советский период было одним из бюджетообразующих отраслей экономики Абхазии. Наш чай шел на экспорт и мог конкурировать с мировыми лидерами производства. После распада СССР в результате грузино-абхазской войны чайная отрасль пришла в упадок. Руководство республики изучает ситуацию и пытается реанимировать эту культуру. Сегодня заместитель министра сельского хозяйства Владимир Дауров посетил Кутолскую чайную фабрику, одну из немногих предприятий, где все еще сохранилось производство. Подробности в репортаже Налы Мукба. Чай некогда в Абхазии являлся основной сельскохозяйственной культурой. Его производили не только для реализации на внутреннем рынке, но и для экспорта. Теперь же эта отрасль находится в упадке. Лишь в некоторых районах Абхазии, таких как село Кутол, все еще сохранили плантации и пытаются наладить производство. Благоприятное географическое положение Абхазии всегда располагало к развитию сельского хозяйства. Северокитайский чай был завезен в нашу страну более 160 лет назад. Культура хорошо принялась. Кутолская чайная фабрика до начала 90-х наряду с другими фабриками была центром производства чая в Абхазии. В настоящее время это практически единственное государственное предприятие, которое работает в республике в этой сфере. Чтобы восстановить чайную отрасль, необходимо изучить ситуацию на местах, оценить состояние фабрик и плантаций. С этой целью заместитель министра сельского хозяйства Владимир Дауров посетил муниципальное унитарное предприятие «Кутол», где как раз проходит очередной сбор урожая. Министерство сельского хозяйства планируем на 2016 год поддержать их полностью, не только эту фабрику чайную кутольскую, а в целом по району Ачимчирскому. Это мы планируем восстановить до 400 гектаров чайных плантаций. В настоящее время в селе из имеющихся 600 гектаров плантаций только 150 функционируют. Большая часть территории находится в заброшенном состоянии. Сейчас при сборе чайного листа используется только механизированный труд. Поэтому деньги, полученные от государства, расходуются предприятием в первую очередь на содержание и ремонт техники. Фабрика же, которая может производить 8 тысяч тонн, работает лишь на 20% мощности. Сама фабрика тоже модуль в нормальном состоянии, а внутри, вы сами видите, это все советское производство. 80-х годов они ввели в производство много износа и ничего не восстанавливается. Если в советские годы был гарантирован централизованный закуп абхазского чая, то в новых рыночных условиях ему трудно конкурировать с производителями из других стран. Поэтому поиск рынков сбыта – один из главных вопросов восстановления отрасли. В настоящее время лишь небольшие партии продукции Кутолской чайной фабрики экспортируются в Россию. Сейчас это идет прямо с печки, вот этот чай. Здесь с печки, потом сортировочный вот и отсюда в барабан. Оттуда сортируется, там уже пока что там мелкий получается и крупный получается. Отдельно мы фасуем потом. Крупные отдельно, мелкие отдельно. Для реанимации чайной отрасли в Абхазии необходимо не только восстановить плантации, но и наладить производство внутри страны. Для этого необходимы немалые средства и время. Очередная поездка для изучения проблем чайной отрасли представителями Минсельхоза намечена в Гудаутский район. Нала Мукба, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Международный фонд АПСН и культурно-благотворительный фонд Ашана подписали договор о сотрудничестве. Церемония подписания прошла сегодня в Сухуме. Согласно договору, Международный фонд АПСН взял на себя обязательство оплачивать лечение 4 детей в год, подопечных культурно-благотворительного фонда Ашана. Для нас очень важно, мы знаем важность демографической ситуации в Абхазии и с своей стороны всегда поддержали и будем поддерживать.
И фонд Ашана в последние годы вел огромные работы, многих детей отправили на лечение. Сегодня эта работа продолжается. И с своей стороны Международный фонд Апцины тоже хотел бы этот процесс поддержать. И подписали сегодня соглашение, что каждый год 4 детей лечение полностью мы берем на себе. Это только начало, я могу сказать, потому что это большую, огромную работу, конечно, надо поддержать. И еще больше надо сделать для нашего населения, потому что все дети наши, это наше будущее. Все, что от нас зависит, мы всегда готовы, всегда будем рядом. И надеюсь, будущее не только вот в этих проектах и других проектах совместно мы можем работать. Это очень важно, что благотворительные фонды и коммерческие организации отзываются и приходят к нам на помощь, потому что сегодня у нас, например, в фонде стоит 40 детей с заболеванием ДЦП, а это значит, что в год требуется 16 миллионов рублей только на этих детей. И мы уже не справляемся с этим объемом. И важно, что приходят такие компании, которые на постоянной основе берут на себя обязательство оплачивать лечение этих детей. Эти средства, которые придут от вашего фонда, они будут расходоваться на детей с диагнозом ДЦП. Министр по налогам и сборам Рауф Цимсба примет участие в программе «Вопрос министру» в пятницу, 28 августа. В прямом эфире министр ответит на ваши вопросы. Уважаемые телезрители, вы можете отправить свой вопрос на электронную почту вопрос.министру@gmail.com. Кроме того, каждый четверг с 6 до 7 вечера у колоннады на набережной Махаджира в Сухуме вы можете записать свой видео «Вопрос министру». Итак, в эту пятницу, 28 августа, гость студии – министр по налогам и сборам Абхазии Рауф Цимсба. Пишите и записывайте интересующие вас вопросы. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 69 рублей 95 копеек, евро 80 рублей 72 копейки. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь с грозой. Температура воздуха ночью 20-22, днем 25-27 градусов. Температура морской воды 28 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.